значит, кыргызы в скифо-сакском периоде. Греки называли некий народ, кочевой народ, который жил уже за Черным морем и туда, на восток, населяя все великие степи, включая Центральную Азию. Были такие кочевые племена, и их называли они скифами. Отец истории, Геродот. Он жил в V веке до нашей эры. То есть все свои путешествия он четко описывал, территории, где-то он картами обозначал, и описывал местность, природу, и самое главное, кто населял их, какие народы, какая культура, там, быт и все такое. И вот у него такие упоминания, что скифы, когда он начинает путешествовать вот в районе Черного моря, он говорит, это такие кочевники, ну ужасные кочевники, кровожадные, беспощадные, жестокие. Для них убить человека это вот как травиночку сорвать. Примерное такое описание идет. А потом дальше изучает, и он еще где-то упоминает, что скиф это не один народ, не один этнос, это просто мощная культура кочевников. Там разные народы, но все они как бы живут одним образом жизни, поэтому как одна единая культура их называют условно скифами. Потом он описывает, что там где-то на востоке, ну это мы понимаем, что это Центральная Азия, у подножия таких великих гор, возле бурлящих рек живут еще один народ, который тоже относится к скифам, и он их обозначает как царские скифы, потому что они отличаются от тех, которые были ближе к европейцам. И отличались они как раз таки благочестием, благонравием. Это были такие народы, которые они даже относились там к животным, к живым тварям, так же, как и к людям. Потом он описывает, что они живут, у них нет такого четкого деления, как богатых и бедных. Все живут в равенстве. Очень дружелюбный народ, или как это сказать, гостеприимный народ. Очень много таких упоминаний. Там даже такие детали есть. Живут в легких деревянных домах. Конструкции деревянных, накрытые кошмой, допустим. В любой момент они могут это все разобрать, перекочевать и очень быстро опять установить, накрыть кошмой опять эти жилища и продолжать жить. То есть, обычный кочевой быт, да? Помимо этого, он все описывает как скифы. Вы знаете, после Геродота, 5 век до нашей эры, в IV веке уже, через век, примерно через 100 лет, появляется еще один грек, который тоже, тот уже покоряет полмира, который тоже дошел до этих территорий. Александр, да, сын Филиппа, македонский его называют. Вместе с ним, когда он завоевал Персию, он же так пошел туда на восток и до Центральной Азии тоже доходит, он даже покоряет Центральную Азию, но не измененная территория, то есть равнины он покоряет, а горные территории он не смог покорить. И там вместе с ним персидская армия, все, что это было уже в его подчинении, его империя. И в персидских источниках очень много упоминаний, как раз вместе с Александром и до вообще. Они упоминают так, что за этой территорией, за Каспием, они грубо говоря, за Каспием, туда, по ту сторону, потому что здесь же горная цепь есть, здесь, знаете, да, Капидаг, Кавказ, Капидаг, так и ушел. Эта горная цепь ушла так до Алтая. Все, что за горами, по ту сторону, там населяют некие саки, они пишут. Персы писали саки. И вы знаете, что самое интересное? Описание этих народов, они тоже говорят, саки это не один народ. Это конгломерат или союз кочевых народов. Они даже очень разные между собой, там, внешностью и так далее. Просто у них один быт. Они тоже кочевники. И у персов очень много таких обозначений внутри саков, да, там они прям как этнонимами называют. Такие-то саки, это такие саки. И вы знаете, эту территорию населяли другие саки. Эту территорию. Какие? Или вообще, каких саков вы знаете? Каких видов саков вы помните, может? Тиграхауды, еще какие? Массагеты, еще? Савраматы, Сарматы, Массагеты, Тиграхауды, Хамаварга. Там их целый... Понятное дело, что это не один народ, это целые народы, государства, может быть, даже. Но все они у них и язык, и культура практически похожа, поэтому для них просто саки и все. Такие же кочевники. Описание практически то же самое, что и у Геродота. Дальше. Это такая официальная история, всем известна, это во всех учебниках пишут. Вы даже знаете, у нас есть история Кыргызстана, да? Что интересно, история кыргызов и Кыргызстана у нас называется предмет. Но что касается саков, мы этот период изучаем как история саков. И все.
никакого отношения к кыргызам, ну, как бы не имеет отношения к этому. Просто саки населяли эту территорию, и все. Кто такие саки, никто не знает. И ведутся до сих пор большие споры. Якобы они вымерли, все. Нет потомков, а может быть, если и есть, то уже они как бы или ассимилировали, да, или трансформировались просто в другие народы, этносы и так далее. Может, а генетически, естественно, есть потомки. Я вот, исходя из этого, хочу вот сегодня на этой лекции поделиться некими материалами, которые как бы относятся к этому периоду. Но они специфичные. Вы знаете, если говорить об истории, то, конечно, уместно в первую очередь какими-то научными материалами, да, обладать, конкретными какими-то аргументами, чтобы вот бесспорно было четко понятно, кто, что, где, когда. А я вот специально так беру, хочу вам поделиться одним источником, который не имеет отношения к истории, ну, в смысле, не исторический, не научный материал, но описывает историю. И звучит она так. Это книжка. Может, кто видел такую книгу с такой обложечкой? Книга называется «Искандер-Наме». Автор Низами Ганджави, 1141 год, 1209 год. То есть это, его считают Азербайджаном, иранским Азербайджаном считают. «Искандер-Наме», оно состоит из двух частей, и вот вторая часть, «Игбаль-Наме», она переводится как «Книга счастья». Мы эту книгу узнаем вообще... Вот, видите, перевод с фарси Константина Лепскерова. Москва, 86 год. 1986 год, советский период. Ну, в советский период эту книгу, я не знаю, может, там в Москве кто-то и изучал, особенно кто любил литературу, но у нас здесь о ней никто не слышал практически. И что здесь говорится? Сразу хочу зафиксировать момент. Искандер – это тот же Александр. В тюркском мире, скажем, имя Александр переводится как Искандер. Это всем известно. Искандер-Наме – это вот книга о Александре Завоевателе. Александр жил в IV веке до нашей эры. Это сакский период как раз таки. Умирает он, по-моему, в 332 или каком-то году, или 31 году, я уже не помню. Ну, где-то вот так, 330 годы – это последние годы жизни его. А этот человек живет уже в 12 веке нашей эпохи, да? Понимаете? То есть проходит очень большое время. Не факт, что это как бы... Ну, все так и говорят, не факт, что это правда. Но очень интересно. Он где-то ссылается на какие-то терминологии, может быть, и из официальных источников, а в основном это просто художественная литература. Ну, это поэтическая такая литература. И там есть такие строки, смотрите. В пёсьи дни, воздымавшие облако пара, в дни, когда даже камни смягчались от жара, царь, имеется в виду Александр, в бессонных мечтаниях влекомый в Хирхиз, все не спал под мерцанием полуночных рис. И вот этот термин Хирхиз, он иногда, немного, но появляется в греческих источниках, оказывается. Для них было известно, кто такие. Ну, им, наверное, было понятно точно. Но никто не знает, кто такие хирхизы. И вообще, понимаете, оно очень интересно, это произведение. Если покопаетесь в интернете, можете найти даже электронную версию, почитайте. Это поэма, она достаточно объемная. Я не все буду зачитывать, я просто хочу зачитать только те моменты, где идет описание этого сказочного народа. Для них это сказочный. То есть, там краткое такое описание. Александр, после того, как он завоевал Персию, он все-таки жаждет познакомиться с Востоком и с неким народом вот Хирхиз. И все ищет, кто это такие, где они. Куда не пойдет, никто их не знает. Ну, это там описывается. Там он в Китай заглянул, там до Индии не дошел. И где-то после посещения Китая, все-таки это литература, на самом деле он до Китая не доходил же. Ну, какие-то владения, может быть, которые относящиеся к современному Китаю, может быть, он посещал, но не полностью Китай. И где-то там написано, после того, как он поговорил с китайским правителем, он направляется в северные земли и все-таки там через горы, через там какие-то трудные тропы проходит и находит эту горную страну под названием Хирхиз. И при встрече он удивляется манере этого народа, как они его встречают, как они с ними общаются. Он задает им вопросы, они ему отвечают, и он, в общем, удивляется.
И остается в конце довольным тем, что он все-таки нашел этот народ. И вот некие строчки из этого произведения. Смотрите. «И увидел он город прекрасного края, изобильный, красивый, подобие рая. К выезду в город приблизился царь, никаких. Не нашел он ворот, даже признака их». То есть завоеватель, завоеватель там чуть ли не всего мира, да, встречает на пути какой-то город, который, первое, что его удивляет, не нашел он ворот. Вы понимаете, что такое 4 век до нашей эры? Помните, в истории мы учили? Это какие времена были? Какое представление у вас о городах тех времен? Крепости, в первую очередь крепости. Большие высокие стены, тем более Европа. Без этого никак. Потом возле этой крепости вокруг что? Обязательно ров должен быть, наполненный водой, да? И ворота такие, поднимающиеся, опускающиеся, они и ворота, и как мост. Вот это такая классическая, скажем, конструкция античных городов, государств. А он приближается, он говорит, ни ворот, ничего там нету. Ну, это первый как момент. Может быть, для кого-то это даже не так, мимо глаз ушло бы, но я почему-то зацепил. Дальше. Был незапертый въезд, как распахнутый ворот, и со старцами царь тихо двинулся в город. Он увидел нарядные лавки. Замков не висело на них, снять обычай таков. Замки. Знаете, я хочу все-таки сравнивать этот быт с неким бытом, который у нас был буквально в 20 веке. Я вот в этом городе родился, учился, но на каникулах меня родители постоянно отправляли к бабушке, к дедушке в село. И когда я приезжал в село, я наблюдал такую картину. Во-первых, это вот 80-е годы. Я не говорю за 70-е, 60-е, это 80-е годы. В том же в родном селе, которое я сейчас посещаю чуть ли не каждый месяц, да, не то что чуть ли не каждую неделю, да, сейчас у нас заборы, все современный капиталистический мир. А в то время у нас в селе, я помню, у нас заборов-то и вообще не было. У нас были улицы, но мы ходили по огородам, особенно дети. Когда нам надо куда-то, кто ходил по улице? Может быть, там машины проезжали, люди такого старшего возраста ходили. А мы все между огородами, там между огородами никаких оградок не было, ничего. Просто, может быть, арычок был, или там посадили бы какие-то деревья, все. Просто вот понятие, что это твоя сторона, это моя. То есть заборов как таких не было. И когда я к бабушке приезжал на каникулы, жил там, естественно, особенно летом, 3 месяца, когда бывало, пойдем в гости к кому-то, там же в селе или в соседнее село, мы уходили, и я наблюдал, бабушка закрывала дверь просто. И знаете, как она его закрывала? Нет, не веревкой. Она брала тазик, да, и просто вот так к двери прислоняла. Видишь, жаптак, геттик. Мол, закрыли дверь, все, пошли. Я говорю, зачем так? Тогда лучше открыть? Нет. И тогда я понимал, это просто, чтобы малгербесен, чтобы там собачка не забежала и все такое. А понятие, чтобы закрываться там, это, в принципе, оказывается, в голову не приходит. И у всех укрылось. Вот Беловодское. Не само Беловодское, а ниже трассы там, такое маленькое село, Нарах, это мое родовое село. То есть даже здесь уже как бы считается, в сравнении, да, Чуй, он считается более обрусевшим уже, по сравнению, допустим, с Атбаши и Нарыном, да. Даже здесь у нас была такая культура. Это буквально было вчера, допустим. И здесь о таких моментах пишется. Мне это сразу как-то, понимаете, за душу задело. Горожане любезно с улыбкой привета чинно вышли навстречу властителю света. И ведем был скиталец, носивший венец в необъятный, как небо, лазурный дворец. То есть его принимают с почетом, как полагается. У кыргызов такая традиция, да, гостей встречать. Не то что гостей, знаешь, это даже не кыргызская традиция, я бы так сказал. У кочевников была традиция. Если даже твой заклятый враг приходит к тебе домой, ты не имеешь никакого права его прогонять. Ты должен его встречать как гостя и почитать его. Даже такое. Здесь примерно такое.